Всем привет, меня зовут Ренат Кибраев, вы на канале LifeKZ. Люди, которые интересуются политикой в Казахстане, знают, что Мухтар Аблязов и его незарегистрированное и запрещенное в Казахстане движение ДВК организовали в ряде городов Казахстана митинги на тему политических заключенных. Но сегодня я алматинцев хочу расспросить не только на тему политических заключенных, знаете они, есть ли у нас в стране такие, но и узнать их мнение насчет того, посещали ли они такие митинги, собираются ли они посещать подобные митинги, а также узнать их мнение по поводу того, хотят ли они, чтобы в Казахстане было бесплатное высшее образование. Во-первых, здравствуйте. Насчет этого я узнал, честно, из новостей. Но, по-моему, если не ошибаюсь, 10 числа это было. Мы ехали как раз на велосипедах через Гатоп, смотрим, там какие-то люди стоят, еще что-то. Потом прочитал, что там что-то по политзаключенным какие-то были вопросы в этом плане. А так, я, честно, не сторонник всяких этих митингов и различных, грубо говоря, скоплений народа. Такие ярмарки, да, но не то, что было 10-го. Потому что это дестабилизация, честно. Допустим, мне не понравилось. Читая в новостях, он дальше начал там копать. И в ленте даже РУ это было, если честно. И на Казинформ это было. Мне не понравилось, правда. К примеру, что-то об этом слышала, да. Вы участвовали в его митингах? Нет. А планируете участвовать? Нет, не планирую. Я в колледже подписывала бумагу, что нельзя там вступать в его группы там и тому подобное. Нет, я об этом узнал в новостных сводках, читал то, что был митинг, здесь, кажется, рядом, да, на этом театре. Как-то признали то, что экстремист, значит, есть на это обоснование. Просто так, наверное, не сделает, во-первых. В целом все. То есть получается... Сети это распространяют, есть в Инстаграме странички, все равно листаешь, и как-то вольно-невольно такое читаешь, как-то даже от этого, я думаю, не убежишь. То есть вы все-таки считаете, что то, что ДВК называет экстремистской организацией, это обосновано? Возможно, какими-то статьями юридически это. В этом целом я не разбираюсь, но как-то я не юрист по образованию, и как-то мне это очень далеко. И я в этих деталях, может, какие-то детали есть у них такие, и сверху виднее, возможно. Здравствуйте, вы слышали о том, что движение Аблязова ДВК проводили митинг у нас в Алматы? Нет. То есть вы ничего не знаете о политической жизни в Казахстане? Да. Не следите за политикой? Нет, зачем? Но разве политика не определяет наше будущее? Не знаю. То есть вам безразлично? Да. Спасибо. Нет. Но я слышал об этом. Я думаю, это неправильно, так как у нас в стране все тишина. Вроде все дети гуляют. Зачем это нам нужно? Я думаю, это неправильно. Митинги, да, можно делать, но это нужно делать правильно. С учетом нашей Конституции. Этого и все. Думаю, так. Получается, вы не поддерживаете Аблязова и ДВК? Не, категорически нет. Вообще. Некогда, не до этого сейчас. В целом, как вы к митингам относитесь? А зачем это? Можно решить по-другому, мирно, любые вопросы. Я никак не участвовал никогда в таких, так скажем, митингах, забастовках. Я думаю, это неправильно, как гражданин Казахстана, таких внутри Казахстана, внутри одного государства травить людей друг на друга. Это, я думаю, неправильно. Мы единое государство. Мы должны быть единым. Не надо смотреть никого. Каждый хочет разрушить нашу. Мы же сейчас сплоченная страна. Даже если недолго, то, что мы взяли независимость, отделились. Многие хотят, чтобы обратно нас, не знаю, в те же грабли затаскать, я так думаю. Именно насчет Аблязова, именно конкретно не могу ничего сказать. Я думаю, он неправильно себя показывает. Он неправильно подходит. Например, у всех, например, свои интересы.
Но это надо не как радикально показывать это, не надо радикально показывать. Я думаю, надо с хорошей точки зрения надо себя показывать. Не надо говорить, это плохое, туда плохое. Да, я чуть-чуть знаю, в особо я не вникал. Я не знаю про Аблязову. Вы вообще ничего не знаете про Аблязова? Нет, А про митинги? тоже не знаю. Вы хотя бы раз в жизни участвовали в митингах? Нет. Ну, в Инстаграме, в этом, в Ютубе наблюдается. Вы сами участвовали в таких митингах? Нет, А планируете участвовать? нет, То есть, получается, вы будете игнорировать? да. Почему? Ну, не вижу смысла участвовать в этих митингах. Нет, я вообще не в курсе и не участвовала. Ну, как вы вообще в целом относитесь к проведению митингов, акций, протестов у нас в стране, в городе? Ну, я вообще против протестов. Мне кажется, у нас классный президент. И жизнь, в общем-то, нормальная. Чего протестовать? Нет, ни в коем случае нет, не успел. А как вы относитесь, в общем, к акциям, протестам, митингам? Отношусь положительно. Ведь у нас же свобода слова. И поэтому я, может, даже где-то и согласен, но где-то протестую. Нет, не участвовал. Вы знаете, я разделяю точку зрения президента, так что я вам, наверное, не устрою. То, что каждый человек может заработать, а жаловаться, плакать и мозги жертвы, позицию жертвы, пожалуйста, уберите, ребят. Все, работать будете, искать будете возможности, будет все хорошо. Тем более живем в сказке сейчас. Я просто много мотаюсь, много езжу. Могу сравнить Таиланд, могу сравнить Россию, Украину. И там был, и там был. Извините, ребят, тех условий, которые здесь у нас существуют для бизнеса, для предпринимательства, для работы, в других странах нет. Я серьезно говорю. Кого из политических заключенных в Казахстане вы знаете? Ну, вообще, допустим, что значит политически заключенный? Для меня это, честно, это ново. Это какое деяние нужно, допустим, совершить, чтобы стать политзаключенным? У нас вообще в Казахстане есть такие политики? Вот вы мне, допустим, можете сказать, привести пример? Я, допустим, не знаю, считаю, что политзаключенных у нас нет. Слава богу, у нас пока все нормально. Ну, сам Аблязов назвал в качестве политических заключенных такие фамилии, как Арон Атабек, Ерембетов и прочие. Ну, знаете, я не особо знаком с этими личностями, честно. Вот, я не знаю, каковы деяния у них, это что нужно совершить, чтобы просто тебя взяли и нарекли, грубо говоря, врагом народа, так сказать. Поэтому нет, в этом плане, извините, я не могу ответить на этот вопрос. Нет, не знаю. Вообще ни одного как-то. Ну, если так логически подумать, политически заключенный, видимо. Даже не знаю, как это описать. Вы слышали о политических заключенных в Казахстане? Ну да, примерно. Ну вот только Аблязов, который украл деньги, ушел за границу жить. То есть вы... И сейчас там ходит, командует, там сидит где-то непонятно где, и людьми агитирует на плохие действия, деяния. Хотя мы живем нормально. Вот вы сами видите прекрасно, что у нас Казахстан процветает. Живем спокойно, небо над головой чистое, войны нету. Дети могут спокойно ходить на улице. То есть, получается, вы за действующую власть? Ну да. Нет, не слышал. Да, были моменты, да, то, что выходили люди. Ну, я лично как бы не поддерживаю такие митинги. Вот. А вы знаете политических заключенных? Честно, нет. Темой следующего митинга ДВК станет бесплатное высшее образование. Как вы относитесь к тому, чтобы в Казахстане было бесплатное высшее образование? Положительно. Ну, мне кажется, большая часть людей относится положительно, потому что достаточно дорогое высшее образование. Бесплатное высшее образование – это очень хорошо. Да, это поднимет нашу экономику и будем прогрессировать. Вообще Казахстан растет, он должен расти. И такие движения очень примитивные для нашего движения, казахстанского, чтобы продвигать его там, допустим, учить людей медицины, это же хорошо. У нас много всего, но это нужно продвигать, поэтому бесплатное учение – это очень хорошо. Ну,
Мне кажется, немного платным оно должно быть все-таки. На ремонт там деньги и так далее. А вы сами учитесь на платной основе или на гранте? Я не учусь и работаю. Ну, вы отучились. Нет. Вы не получили высшее образование? Нет. Ну, высшее образование бесплатно, ну, я думаю, скорее всего, это, возможно, это неверно. Во-первых, потому что образование само по себе должно быть таким высокого уровня. И если даже представить то, что оно бесплатное, то, я думаю, не будет учиться, ну, не будет стимула учиться хорошо, потому что тоже ради стипендий, например, то, что все хорошо учатся и познают какие-то, ну, новые знания, новые открытия, потому что, ну, я думаю, образование в жизни человека играет большой вопрос, то, что вот, как он, какой специалист, потому что вот такие специалисты, которые получают хорошее образование, завтра и на них держится вся наша страна, наша экономика, наше благополучие. А вы сами учились на платном отделении или на гранте? Я вот, когда школу заканчивал, я стремился к гранту, я все время учился хорошо и как-то так получилось. То есть, получается, вы своими силами смогли получить грант? Так, да. Благодаря своим знаниям? Да. То, что я вот 11 лет впахивал, ну, не 11 лет, конечно, это первые 9 классов, это было, конечно, база, вот 10-11 класс я прям вот очень стремился к этому гранту и прям приложил максимальные усилия, ну, как-то, и сейчас даже те, кто, ну, получили грант, я думаю, будут хорошими специалистами. Бесплатно иметь в виду во всех вузах или как? У нас же есть же гранты, делятся, государство делит гранты, которые обучаются хорошо, на отлично. Ну, это надо уточнять у самого Аблязова. Ну, вы говорите же, как бы, у нас есть бесплатное образование, но у нас есть же, кто хорошо учится, он может гранты взять, всякие государственные льготы есть у нас. Если человек сам хочет на грант поступить, пусть учится, и вот грант ему готов. А вы сами отучились бесплатно или платили? Да, нет, я на платной основе учился, но я не набрал балл, и из-за этого я никого не виню. А вы? Ну, это как бы свойственно. Вы сами бесплатно учились или на гранте? На платной основе. Тоже, да? Да. Ну, как бы, и то, что я не набрал баллов на грант, это как бы никого не виню за это, как бы сам виноват. Даже если бы как-то у меня получилось, возможно, потом бы из меня как бы вышел плохой строитель, там, допустим, что-нибудь такое. А там, где вы учились на платной основе, получается, вас эта специальность, профессия полностью устраивала? Да. И вы уже получили диплом? Нет еще. Ну, скоро получу. Но здесь, знаете, палка о двух концах. В любом случае, образование бесплатное, высшее образование, даже среднеспециальное, это хорошо. Но в то же время вы должны учитывать тот момент, что у нас в Казахстане есть и рейтинговые вузы, и низкорейтинговые, и высокорейтинговые, так сказать, престижные и непрестижные. Получается, если будет бесплатное образование, то все пойдут в престижные вузы. А что останется тогда с другими вузами, с теми преподавателями, которые там преподают? Это просто будет минус тем вузам, которые не наберут себе абитуриентов. Поэтому здесь коснется сразу же и их дефоплаты, и их работы, соответственно, они будут пустовать, они будут убыточными. Ну, это мое мнение.